Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего сегодняшнего занятия – селекция как изменение человеком культурных форм организмов. Основные методы селекции. Сегодня на уроке мы познакомимся с понятием и методами селекции, выясним, в чем сущность искусственного отбора как метода селекции, уточним, чем массовый отбор отличается от индивидуального, рассмотрим, какая форма искусственного отбора более эффективна для селекции, расскажем, что такое гибридизация и с какой целью в селекции повышают частоту мутаций организмов. С давних пор человек для своих нужд вел промысел различных животных и собирал растения. С увеличением народонаселения Земли и расширением его оседлости природа уже была не в состоянии удовлетворить потребности людей в пище, одежде и других ресурсах. Человек оказался перед необходимостью целенаправленного выращивания растений и разведения необходимых ему животных. Постепенное накопление сведений об этих древних знаниях человечества привело к оформлению селекции, от латинского «селекция» – выбор, отбор, науки о методах выведения сортов растений и пород животных с нужными человеку признаками. Происхождение культурных форм организмов. Первым этапом селекции было окультуривание дикорастущих растений и одомашнивание диких животных. Это началось около 30-20 тысяч лет назад со случайного, по всей видимости, выращивания нашими далекими предками диких растений, произраставших по соседству с их жилищами. Подавляющее большинство возделываемых человеком растений первоначально было окультурено в районах, отличавшихся богатой флорой и развитым земледелием. Они совпали с очагами древнейших цивилизаций Китая, Индии, Месопотамии, Ирана, Греции, Рима, Египта и Центральной Америки. За свою историю человечество одомашнило около 3000 видов дикорастущих растений, превратив их в зерновые, бобовые, плодовые, технические и декоративные культуры. Процесс приручения животных не был таким успешным. Человек одомашнил лишь около 60 видов млекопитающих, 12 видов птиц и менее 10 видов рыб и насекомых. Большой вклад в изучение происхождения культурных растений внес отечественный ученый Николай Иванович Вавилов. В результате организованных экспедиций по всему миру Вавилову с сотрудниками удалось собрать коллекцию семян культурных растений. Проанализировав этот материал, он пришел к выводу, что район наибольшего генетического, а следовательно сортового разнообразия того или иного вида культурного растения является его центром происхождения. Центры происхождения домашних животных, так же как и центры происхождения культурных растений, совпадают с очагами древнейших цивилизаций. Эти области в основном определяются ареалами обитания диких предков домашних животных. Сорт и порода. Ученые-селекционеры работают с сортами растений и породами животных. Сорт – это группа созданных в результате селекции культурных растений одного вида, например, яблоня домашняя, обладающих передающимися по наследству хозяйственно ценными признаками. Сорта культурных растений подразделяют на местные и селекционные. Местные сорта получены в результате длительного естественного и искусственного отборов в процессе выращивания той или иной культуры. Селекционные сорта создаются в научно-исследовательских учреждениях с использованием методов генетики и селекции. Порода – это группа созданных в результате селекции сельскохозяйственных животных одного вида, например, курица, овца, свинья, обладающих передающимся по наследству хозяйственно ценными признаками. Ряд животных, таких как домашние кошки, живут бок о бок с человеком с незапамятных времен. Предлагаем вам посмотреть интересный сюжет о редких породах пушистых питомцев.
Всем привет! Кошки – это ласковые и нежные создания, которые уже более 10 тысяч лет живут рядом с человеком и сегодня считаются одними из самых популярных домашних животных. Думаете, вы все знаете о кошках? А если мы вам скажем, что в мире есть порода, каждая кошка которой может стоить 20 тысяч евро? Или то, что некоторые кошки могут быть размером со среднюю собаку и выполнять роль защитника дома? Удивлены? Ну еще бы! На данный момент существует так много разнообразных пород, что вы просто не можете знать их все. Именно поэтому сегодня мы расскажем вам о 5 самых редких и необычных кошках. Поехали! Каракал. Одной из наиболее редких кошек в мире считается каракал. Недавно эта порода находилась на грани исчезновения. Внешне ее представители напоминают стройную рысь, потому что их уши украшают черные длинные кисточки. Каракал – обитатель пустыни степей Аравийского полуострова, Африки, Малой и Средней Азии, Индии. Иногда его можно встретить в Южной Туркмении и Узбекистане. Эта дикая порода легко приручаема. В древние времена с каракалами охотились на мелкую дичь. Сейчас же они прекрасно себя чувствуют в больших и просторных домах бок о бок с человеком. Каракалы отличаются весьма внушительными размерами. Их тело может достигать длины до 1 метра, а вес до 20 килограмм. Плюс ко всему они не очень любят незваных гостей и скорее умрут в драке, чем трусливо убегут с поля боя. Поэтому каракалы могут послужить и отличными защитниками вашего жилища. Ла Перм. Это относительно новая порода кошек. Она появилась случайно в 1982 году у фермеров Ричарда и Линды Кель. Получилось так, что в помете обычной короткошерстной кошки была одна совершенно голая, которая к 4 месяцам обросла красивой кучерявой шубкой. Вьющаяся шерсть стала результатом естественной спонтанной мутации, вызванной доминантным геном. То есть ген, отвечающий за кудрявую шерсть, оказался преобладающим над остальными. Интересно то, что такая шерсть Ла Перм частично гипоаллергенная, так как у них отсутствует подшерсток. Поэтому, если у вас есть аллергия на кошек, то вы без проблем можете завести в качестве домашнего питомца мурлыку этой породы. Вообще, по характеру эти кошки обладают неповторимой индивидуальностью. Они очень нежны, общительны и ласковы, распространяют свою любовь на всех членов семьи и даже на других домашних животных, включая собак. Различают примитивные и заводские породы домашних животных. Примитивные породы хорошо приспособлены к местным условиям. Выносливы и отличаются невысокими, но стабильными качествами. Заводские породы разводятся в специальных племенных хозяйствах. Они обладают особо ценными качествами, высокой продуктивностью и используются для получения элитных животных. Так, сорт и порода представляют собой искусственно созданные человеком внутривидовые группировки, популяции организмов, обладающие хозяйственно ценными наследуемыми признаками. Учеными из Кыргызстана в Кыргызском национальном аграрном университете имени Скрябина выведены такие породы животных, как киргизская тонкорунная, тяньшанская полутонкорунная, алайская полугрубошерстная, кыргызский горный меринос, айкульский мясо-сальной породы овец, алатаусский и ауэ-элитинский породы крупного рогатого скота, новокыргызская порода лошадей, пуховая, шерстяная и молочная породы кыргызских коз, породные группы кыргызских кур, а также 27 линий и 4 типа овец заводских линий, 21 семейство крупного рогатого скота. Все выведенные породы, породные группы и линии отличаются высокой продуктивностью и приспособленностью к местным экологическим условиям их разведения. Штаммы микроорганизмов. Штамм от немецкого штамм, буквально ствол, род, это чистая культура бактерий, грибов, рикетсий или иных микроорганизмов, выделенная из определенного источника и идентифицированная по тестам современной классификации. Особенности культурных форм организмов. Домашние и культурные растения резко отличаются по целому ряду признаков от своих диких предков. Прежде всего, культурные формы организмов обладают значительно большим разнообразием наследственной изменчивости, чем их родоначальные виды. Такое разнообразие – это результат творческой роли искусственного отбора, проводимого человеком по сохранению особей с интересующими его признаками. Часто культурные формы организмов обладают признаками, ненужными и даже вредными для них, но полезными для человека. Например, петухи декоративной породы и иокоганский феникс имеют хвостовые перья длиной до 11 метров. Такой признак, безусловно, мешал бы птице жить в естественных условиях,
но как нужный декоративный человеку был закреплен искусственным отбором при выведении этой породы. Другое отличие культурных форм организмов состоит в том, что их продуктивность, как правило, выше, чем у родственных им диких организмов. Например, яйценосность кур породы белый леггорн достигает 350 яиц в год, а их предки банкиевские куры откладывают всего лишь 18-20 яиц в год. Значит, селекция культурных форм организмов ведет к созданию таких сортов растений и пород животных, которые обладают нужными человеку признаками и наибольшей продуктивностью. Так, в Кыргызстане выведен сорт озимой пшеницы Влада с высоким содержанием клейковины до 36% и высокой урожайностью, которая более чем в 2 раза превосходит среднюю урожайность по республике. Основные методы селекции растений и животных. Основными методами селекции растений и животных являются искусственный отбор, гибридизация и получение мутаций. Теоретической основой для селекции служит генетика. Искусственный отбор. Основы учения об искусственном отборе были заложены еще Чарльзом Дарвином, который называл его основной движущей силой возникновения сортов культурных растений и пород домашних животных. В настоящее время под искусственным отбором понимают выбор человеком наиболее ценных в хозяйственном отношении особей, растений и животных данного вида, сорта или породы для получения потомства с желательными признаками. Различают 2 основные формы искусственного отбора – массовый и индивидуальный. Массовый отбор основан на сохранении по фенотипу целой группы особей с нужными признаками и выбраковке всех остальных, не соответствующих сортовым или породным стандартам. Например, на птицефабрике среди кур несушек для разведения потомства отбирают особи с яйценоскостью 150-200 яиц в год и массой около 1,5 и 1,8 кг. Остальных кур выбраковывают. Полученное таким образом на птицефабрике поголовье кур обладает калиброванными качествами, что облегчает их промышленное разведение. Индивидуальный отбор основан на сохранении отдельных особей организмов с учетом наследственной стойкости их признаков. Такой отбор ведется по генотипу особей с оценкой качества потомства растения или животного в ряду поколений. Индивидуальный отбор трудоемок, но более эффективен, чем массовый. Он способствует совершенствованию сортовых и породных качеств, так как закрепляет большинство наследственных признаков у организмов. Индивидуальный отбор широко применяют как в селекции растений, так и в селекции животных. В последнем случае очень важна оценка производителей племенных животных, используемых для размножения по их экстерьеру. Экстерьер от латинского externus – внешний, внешняя форма телосложения животного, связанная с его породными особенностями. На основе внешнего осмотра производителей, то есть оценки их экстерьера, делают заключение о их продуктивности, здоровье и приспособленности к условиям содержания. Например, у крупного рогатого скота мясного направления форма тела приближается к параллелепипеду. Туловище широкое, на коротких ногах, хорошо развита широкая шея и голова. У молочного скота туловище конусообразное, с более заметной задней частью, голова и шея удлиненные. Учет таких особенностей, а также некоторых технологических качеств, например, формы вымени или скорости молокоотдачи, позволяют сделать индивидуальный отбор производителей в селекции крупного рогатого скота более эффективным. Гибридизация. Наряду с искусственным отбором в селекции используется гибридизация от греческого гибрида – помесь, скрещивание разнопородных в генетическом отношении особей. Например, в Бишкеке в лаборатории биологии плодовых растений, основанной доктором биологических наук профессором Гореевым в 1964 году, в результате отдаленной гибридизации, селекционной адаптации сливы к факторам среды при использовании 84 сортов от 28 видов и 6 родов косточковых получено 472 уникальных отдаленных гибрида, многие из которых получены впервые.
Сущность гибридизации состоит в слиянии генотипически разных половых клеток и развитии зиготы организма, сочетающего наследственные признаки обоих родителей, то есть гибридизация основана на комбинативной изменчивости. Например, порода домашних кошек Каланпойд или гималайская была выведена в Англии путем скрещивания родительских особей, принадлежащих к двум уже существовавшим ранее породам – персидской длинношерстной и сиамской короткошерстной. Полученный межпородный гибрид стал нести в себе ген длинной шерсти персидской кошки и ген гималайской окраски сиамской породы. Гибридизацию применяют иногда для восстановления численности диких животных. Так, в 1927 году во всем мире уцелел только один самец кавказского зубра, который жил в зоопарке Гамбурга. Его скрестили с самкой зубра из Беловежской пущи. Затем путем специально разработанной системы скрещивания ученым удалось от гибридов этой пары получить чистокровных кавказских зубров. В селекции растений гибридизацию применяют чаще, чем в селекции животных. Дело в том, что образующиеся межвидовые и межродовые гибриды, как правило, бесплодны, так как у них нарушен мейоз при созревании половых клеток. Однако некоторые гибридные растения способны давать потомство, размножаясь вегетативно. Используя метод гибридизации, русский селекционер Иван Владимирович Мичурин получил гибриды яблони и других плодовых культур. Например, сорт яблони Бельфлер китайка был получен от скрещивания сорта Бельфлера желтого с яблоней китайской, или сорта культурных пионов с увеличенным хромосомным набором. Получение мутаций. Материалом для селекции служит мутационная и комбинативная изменчивость организмов. С целью повышения частоты мутаций в научных экспериментах селекционеры применяют особые химические вещества или радиоактивное излучение. В большинстве случаев полученные мутации оказываются вредными для особей мутантов. Однако в некоторых случаях возникшие мутации могут представлять интерес для селекционной работы. Наибольшее значение для селекции имеют мутации культурных растений, связанные с увеличением хромосомного набора. Например, почти все декоративные цветочные растения представлены сортами, в ядрах клеток которых число хромосом увеличено в 2 раза. Такие сорта отличаются от сортов растений с нормальным хромосомным набором, более мощными побегами, крупными цветками, махровостью и тонким ароматом. Итак, сочетая различные методы селекции, ученые-селекционеры получают новые культурные формы организмов с необходимыми человеку свойствами. Биологическое значение эволюции и селекции организмов. Естественный отбор сохраняет особи, обладающих приспособлениями к условиям среды, которые постоянно изменяются. Даже если предположить, что эти условия какой-то промежуток времени останутся неизменными, эволюция будет продолжаться, так как сохраняется необходимость совершенствования приспособлений одних видов по отношению к другим. К тому же сама жизнь вносит изменения в среду обитания, и виды организмов вынуждены непрерывно эволюционировать. Следовательно, можно говорить о непрерывности эволюции видов в природе. В ходе эволюции происходит увеличение видового разнообразия организмов, различных систематических групп и их расселению по планете. Организмы приспосабливаются к совместному существованию с человеком. В настоящее время наиболее существенное влияние на природу оказывает деятельность человека, поэтому эволюция ведет к появлению таких организмов, которые приспособлены к совместному существованию с человеком. Увеличение численности народонаселения земного шара неуклонно ведет к росту крупных городов. В них все чаще начинают встречаться животные и растения, которые неплохо уживаются рядом с людьми. Так, в Лондоне популяция лисицы обыкновенной насчитывает до 10 особей на 1 квадратный километр. Городские лисицы предпочитают селиться в парках и окрестных садах. Мелкие грызуны, птицы и беспозвоночные составляют лишь меньше половины их рациона. Основную пищу они находят в мусорных баках. Предполагают, что популяция городских мусорщиков-лисиц сформировалась в 50-е годы прошлого столетия,
когда эпидемии инфекционных заболеваний уничтожили в окрестностях города практически всех диких кроликов. Лишившись основной пищи, лисицы переселились в город, где остались даже после того, как численность кроликов в природе восстановилась. Управляемая селекция. Развитие сельского хозяйства позволило человеку увеличить свою численность выше того уровня, который смог бы существовать благодаря собирательству и охоте. Сейчас население многих стран растет быстрее, чем количество производимой пищи. Производство продуктов питания можно резко увеличить повышением урожайности культурных растений и продуктивности сельскохозяйственных животных. Созданные селекционерами высокоурожайные сорта совершили так называемую «зеленую революцию» в земледелии Индии, Мексики и других стран мира. Внедрение в растениеводство полученных в результате мутаций низкорослых карликовых сортов злаков риса, пшеницы привело к тому, что все используемые этими культурными растениями питательные вещества стали расходоваться на рост колоса, а не на развитие стеблей и листьев. Урожайность таких хлебных злаков возросла в 8 раз, и они оказались более устойчивыми к полиганию, поскольку стебли соломины у них стали толще и крепче, чем у высокорослых сортов. Одна из главных задач современной селекции – выведение устойчивых к заболеваниям и неблагоприятным климатическим условиям форм культурных организмов. Широкое практическое значение имеет скрещивание промышленных сортов и пород с местными. Так, в ряде стран Африки и Азии заводские породы крупного рогатого скота скрещивают с местным горбатым скотом зебу. В горбах зебу накапливается жир, который обеспечивает им возможность подолгу обходиться без воды. В засушливом климате полученные гибриды зебовидного скота оказались более приспособленными к местным условиям существования, чем обычные породы крупного рогатого скота. Итак, используя современные методы селекции, человек выводит высокопродуктивные, приспособленные к местным условиям. Постепенное усложнение организмов, увеличение видового разнообразия организмов и их расселение, приспособление к совместному обитанию с человеком, существованию – это управляемая селекция. Итак, дорогие ребята, сегодня на уроке мы с вами познакомились с понятием селекции и ее методами, выяснили, в чем сущность искусственного отбора как метода селекции, уточнили, чем массовый отбор отличается от индивидуального, рассмотрели, какая форма искусственного отбора более эффективна для селекции, рассказали, что же такое гибридизация и с какой целью в селекции повышают частоту мутаций у организмов, определили понятие сорт, порода, штамм, выявили различия между культурными формами организмов и их диких предков. Советуем вам воспользоваться ресурсами, которые мы использовали для подготовки к уроку. Наш урок подошел к концу. Надеемся, что знания будут для вас полезными. Всего вам доброго, учитесь и будьте здоровы!